Слава Украине! Зрительница по фамилии Ольга Соболева в Фейсбуке мне пишет: Борис, давно нет в Ютубе ваших роликов, очень жду. Спасибо, конечно, что вы ждете, я, так сказать, очень признателен. Но, во-первых, не так уж и давно, всего-то 3 дня. Вот. Во-вторых, я честно вам скажу, я прямо вот ей там в Фейсбуке и написал, как есть, что сам факт, что за почти год вот этот канал существует, на нем набралось аж 2260 подписчиков, он как бы, ну, так прилично демотивирует. Нет ощущения, что кому-то это нужно, то, что я говорю и делаю. Вот, поэтому особого желания на самом деле нет, если честно. Для, так сказать, мизерного количества людей, которым это интересно, которое не растет, не увеличивается, сколько я не призываю, так сказать, подписываться на этот канал, все равно как бы нет ни подписки, ни просмотры тоже совпадают с тем, что некоторые говорят, что просмотров больше, вас смотрит больше народу. Ну, как-то нет ощущения, что больше, потому что просмотры вот столько же, может быть, там чуть-чуть больше. Вот. И к тому же я понимаю, что все равно этот канал через какое-то время снесут, там подписывайся, не подписывайся, все равно его снесут. И на следующем есть следующий, да, там Борис Самахин 3.0, тоже можно подписаться, но все равно я знаю по опыту, что на следующем будет еще меньше народу смотреть, чем здесь. На каждом следующем количество подписчиков убывает. Нет ощущения, что, так сказать, что всерьез вот это то, что я говорю, куда-то идет, до кого-то доходит, и, так сказать, и вообще как бы, ну, что это все востребовано. Вот, и что сам я вообще хоть как-то востребован, потому что вот между прочим, тут был юбилей на днях, такой полуюбилей, смешно, конечно. Вот. Буквально сколько, ну, несколько дней. 3,5 года я нахожусь в Украине, вот здесь, в Украине. Освободился я еще там 2 месяца в Москве прожил нелегально, пока уехал. 3,5 года в Украине, на воле. Вот как бы тут я приехал, еще вот этого полномасштабного вторжения не было, была политическая жизнь. Можно было там на митинги ходить, стоять, слушать ораторов. Вот, было, так сказать, какая-то жизнь, какое-то движение. Вот. Сейчас ничего этого нет. Вот. Но все равно есть война, происходят исторические события, но я абсолютно не чувствую, что я, так сказать, могу в них принять какое-то участие, что какая-то востребованность есть, что вообще, так сказать, мое знание Московии и вот этот весь опыт, и вот эти все способности, которые есть, что это все кому-то нужно. Я не говорю о небольшом количестве зрителей на канале, я им очень благодарен, что они меня смотрят. Вот. Но, тем не менее, вот как бы в большем ни на что рассчитывать нельзя, я уже, так сказать, ясно это понял. 3,5 года, это половина моего второго срока. Второй срок был 7 лет. Вот. Тут уже полсрока вот отмотал в Украине. И ничего, абсолютно ничего. По нулям, что называется. Это команда, которая вот руководит Украиной и, так сказать, ведет войну и, так сказать, вот это все делает, не нуждается в таких людях. Это совершенно очевидно. Мне говорили уже некоторые знакомые, что они никого не подпускают. У них там своя команда полностью, они никого вообще близко не подпускают. Вот. Так что и можно было бы много чего, пока я еще живой, и двигаюсь, и говорю, и слышу, как бы, не в маразме, и не это самое, не в параличе и могу двигаться. Много чего можно было бы, я бы мог, так сказать, тоже поучаствовать, приложить руку, у меня свой счет есть, тем более к москаликам. Но нет, даже близко ничего. Вот этот канал 2260, все. Вот, пока его снесут, там, ну, может быть, до 3 дорастет. Может быть, я не уверен, но вдруг там дорастет до 3000. Может быть, еще до конца года он проживет. Опять же, не уверен. 3000 это потолок тогда будет. Все. Так что вот так вот. Почему нет ролика? Вот поэтому и нет. Потому что нет смысла говорить для мизерного количества одних и тех же, которые и так все знают, все понимают. Каждый раз мне там лайки ставят, аплодируют. Вот поэтому. Потому что, а для кого? Для кого писать, для кого говорить, если, так сказать, в Украине тем более хватает без меня. А есть украиноязычные блогеры, у которых там по 200 тысяч, по 500 тысяч. Я, как говорится, не в состоянии с ними тягаться, да и, в общем-то, и не претендую, но тем не менее. Это демотивирует, нет смысла просто этим заниматься.
Вот на такую аудиторию в пустоту практически все это говорить. Тем более, что, опять же, все, что я могу сказать, ну, по большей части поводов вот этих вот как бы информационных, все это только приведет или к удалению ролика, как вот недавно уже 2 раза в этом году уже сносили ролики здесь с канала, или к удалению ролика, или там через некоторое время к удалению канала. Тоже было в том году. Вот, потому что все, что я могу сказать, оно как бы не влезает вот в эту редакционную политику Ютуба, в эти правила сообщества пресловутые. Вот, нигде не это самое, явно не обозначены, трактовать можно как угодно. Вот. А на другие все эти платформы, мне много советовали в комментариях, на другие платформы перейти. Но проблема упирается опять же в то, что я вот сейчас только что сказал, что кто там будет смотреть на других платформах? Для кого? Для кого? Там будет 20 человек зрителей, для них, и все. И все. Есть люди, которые ведут упорно, очень, очень бурно, очень массово там телеграм-каналы, допустим. Там 24 подписчика. Вот у меня есть знакомый, он ведет 24 или что-то около. Ведет, постоянно что-то пишет, он больше для себя пишет, чем для них, потому что, ну, 24 подписчика. Вот такая судьба как бы только остается, такая роль. Писать для абсолютно, или снимать видео на другую платформу, заливать на какую-то, для абсолютно мизерного количества, вот по пальцам буквально сосчитать. Всё. Поэтому тоже нет особого настроения что-то делать, если честно. Что-то говорить. Для кого? Вот здесь снесут, а там что? Там вообще никто смотреть не будет. Сегодня главная новость. Очередная, мрачная, как говорится, кровавая. Значит, в Днепре нанесены ракетные удары по поликлинике и ветлечебнице. Днем сегодня. Ракетами они шмаляли по Днепру. Погибли 3 человека, ранены 30, в том числе маленькие дети. Вот. Это то же самое, уже подчеркивали некоторые, это то же самое, что они делали в Сирии. Они не случайно это делают, это делается намеренно. Разрушение вот такой гражданской инфраструктуры, в том числе медицинских учреждений, уже опробовано в Сирии. Это тактика, это делается не случайно. Вот. Ну, а что можно об этом такого сказать, чтобы оно прошло вот эти правила сообщества в Ютубе? Ну, скажу я все, что я думаю, они снесут этот ролик, снесут канал. Всё. Поэтому, опять же, что тут говорить и как. Вот, я уже говорил неоднократно, у меня сносили ролик, первый ролик в этом году сносили в январе месяце, когда они шмальнули ракеты тоже по Днепру. Кстати говоря, Днепр — это город-мученик, многострадальный вообще город, страшно пострадавший от этого от всего. Вот. Они шмальнули там по жилому дому, там тоже было 40 погибших, по-моему, даже больше. Уже столько было этих домов в разных местах, что путаются цифры даже. Я вот точно не помню. Это был январь месяц еще. По-моему, да, 40 с чем-то человек. Вот. И я тогда сказал, что я думаю про них, так этот ролик был снесен буквально там через 2 часа. Вот. Как минимум надо отвечать тем же. Это самое мягкое, что можно вообще ответить, что можно предпринять в ответ. Это отвечать тем же самым, не церемониться, не играть в благородство, не изображать из себя, так сказать, каких-то рыцарей там, в белых перчатках и в белых плащах, не бояться, так сказать, замораться. Отвечать тем же, не церемониться. Независимо от того, кто что скажет, там Запад, что скажет другие, кто-то еще, симпатии, не симпатии будут. Отвечать надо жестко, чтобы понимали, что, так сказать, никакого превосходства у них нет. Их превосходство — это цинизм. У москалей это цинизм просто, абсолютный цинизм, бесстыдство. Они просто делают тупо в открытую все, что хотят, и как бы, рассчитывают, что никто не сможет им ответить, что никто не посмеет, что никто вообще не решится действовать так же, как они, применять их методы к ним же. Надо действовать их же методами. Другого просто не дано. Это самое мягкое. Я просто не говорю всего, что я думаю про них. И по этому поводу, с Днепром, с больницами, с жилыми домами. И по всем остальным поводам. И по поводу того, что они лично мне там жизнь сломали, эти суки. Вот. Опять поверил. Вот сказала, опять повесит 18+, я уже не сомневаюсь. Вот. Только сегодня, кстати, вот как раз в тему, опять же. Только сегодня попался ролик где-то в Телеграме. Есть такой Максим Кац. Максим, если я не ошибаюсь, Максим Кац. Это типа хороший русский, такой известный оппозиционер, блогер такой, оппозиционный, который, там, против Путина, но за Россиюшку, чтобы она существовала.
вот, чтобы ее превратить там во что-то хорошее, как они все мечтают. Вот он там вещал, значит, с умным видом на тему, что у украинцев типа вот беспилотники, вот это все, кто им помешает. А видите, у нас постоянно странно загадочным образом вспыхивают там нефтехранилища, всякие стратегические объекты, всякие эти самые там стратегические предприятия по производству там снарядов и прочего в России. А кто типа помешает украинцам вот так же точно запускать эти дроны по жилым кварталам? Там нет никакой это самое, противовоздушной обороны у жилых кварталов. Хотя у государства есть противовоздушная оборона, когда что-то влетает на территорию России, то там видит, наверное, радары и пытаются сбить. Типа у жилых кварталов нет никакой обороны, никакой защиты, их вообще не ошибешься, запуская, так сказать, по жилым кварталам, по городам. И типа, это, говорит, может, Кац говорит, что это может быть, ну, такой масштаб принять, значит, что взрывы там, устроенные чеченскими боевиками в 99-м году, покажутся вообще детским садом. Какой подонок, а? Он не может, во-первых, он не может не знать, что в 99-м году взрывы в Москве организовывали никакие не чеченские боевики, абсолютно. Их организовывала ГБУХа. Это давным-давно расследовано и доказано тогда же, в том же самом 2000 году. Целая передача была на НТВ на эту тему. То есть он этого не знать не может, но как конченая мразь, как последний подонок, он врет в лицо, что это чеченские боевики типа устроили тогда. Хотя даже из тех людей, кому это официально предъявляло ФСБ, там Гачияев и еще там пара человек с ним, это не были чеченцы, это были карачаевцы. Там ни одного чеченца вообще не фигурировало. Были карачаевцы, и то, которые не имели к этому отношения, а просто там снимали подвал. Вот. А что касается вот того, что он сказал, о чем была основная тема, что украинцы могут запускать вот это все, типа, кто им помешает по жилым домам. Так вот как раз тоже, это то же самое, что я вот сказал только сейчас, что и надо запускать, и правильно, кто им помешает? Никто. Но им мешает украинцам только собственное благородство. Только собственный моральный кодекс, который им как бы не позволяет убивать это самое, мирных жителей, там, детей и прочее. Хотя их противнику позволяет убивать их детей украинских, и женщин, и стариков, позволяет. А украинцы ведут себя как рыцари, которые борются только, так сказать, только с какими-то объектами типа там этих складов ГСМ и складов боеприпасов, там всяких заводов по производству вооружений и прочее. Вот надо действовать так же. И правильно Кац говорит, что кто им помешает, они могут тут шороху навести такого в России. Так и надо делать, совершенно правильно. Хотя он подонок, это я как бы сразу это понимаю, исходя из одного только упоминания чеченских боевиков в 99-м году. Но тем не менее он правильно говорит, именно так и надо делать. Украинцы этого не делают просто по своему рыцарству и благородству внутреннему, которое совершенно неуместно в данной ситуации. В белых перчатках война не ведется. Тем более война не с каким-то благородным противником, там типа дуэль какая-то, или это самое там, мушкетеры на шпагах дерутся, да, в свое время там у Дюма, а с абсолютным злом. Это война с абсолютным злом, чтобы просто понимали все. Какое может быть рыцарство и благородство, и в каких белых перчатках можно с ними воевать? Они вон опять поликлинику разнесли там, ветлечебницу, то в одном городе жилой дом, то в другом, то 40 погибших там, то 20 погибших, то еще что-то. Каждую ночь воздушная тревога и шахеды и ракеты крылатые, каждую ночь. Теперь они начали это по ночам делать. Раньше было днем так, раз в неделю, потом пошло раз в 2 недели, потом еще реже. А потом вот где-то весной уже, там, ближе к лету, сейчас вот уже где-то с апреля, наверное, они начали каждую ночь запускать. Каждую ночь воздушная тревога. В районе 3-4 часов атака, там все, ракеты входят в воздушное пространство Украины. Там есть канал в Телеграме, который это отслеживает, карту рисует. Вот так вот. Это какое благородство может быть? О чем вообще говорить? Я считаю, что это Россия, не просто Российская Федерация как государство, а вот это отдельная цивилизация, о которой там Путин говорил. И редкий случай, что он правду сказал. Вот эта государственность, сама историческая государственность, заложенная, так сказать, в 13 веке ордынскими ханами, там в районе, так сказать, между там Волгой и Окой, вот там, где Москва
где основана была Москва в 1272 году. Вот эта историческая государственность, пошедшая оттуда и оккупировавшая территорию от Балтики до Тихого океана, эта государственность должна быть уничтожена. С ней должно быть полностью покончено. Вот этот исторический феномен, российская государственность, начиная с 13 века, там прошедшая ряд последовательных стадий, там Московское княжество, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, и теперь вот эта Российская так называемая Федерация, империя на самом деле. Вот эта историческая государственность как феномен, как часть исторического процесса должна быть полностью выкорчевана, окончательно ликвидирована, безжалостно и беспощадно. Полностью, окончательно и навсегда. Вот только тогда мы сможем, так сказать, вздохнуть свободно. И украинцы, и все соседи остальные, и белорусы, и грузины, и Центральная Азия, и все-все-все, и Закавказье, и весь цивилизованный мир. Потому что их ракеты, к сожалению, летят очень далеко, и никаким забором не отгородишься, и никаким рвом с крокодилами. Как была там гениальная идея отгородиться рвом с крокодилами. К сожалению, это не поможет. Они могут не преодолеть ров физически, но они будут шмалять ракетами. Вот, они могут пользоваться интернетом, интернет тоже им обрубить не будет же, цивилизованный мир им что-то обрубать, да? И они будут благодаря интернету устраивать кибератаки на весь цивилизованный мир. Вмешиваться в выборы где-то в Америке, там, атаки на предприятия проводить, на какую-то коммунальную инфраструктуру, на электричество, на водопровод, на все. Уже были такие попытки. То есть это абсолютное зло. Вот эта историческая государственность, заложенная в 13 веке, это абсолютное всемирное зло, такое дистиллированное, химически чистое. Тот, и действие этого зла мы сейчас и наблюдаем. Вот в Днепре уже постоянно, в Киеве здесь эти тревоги каждую ночь. Десятки тысяч убитых, там разрушенные города и все такое. Сотни, такие десятки, сотни тысяч убитых. В одном том самом Мариуполе считается, что под 100 тысяч погибло мирных жителей. Это государственность, это вот исторический феномен. Россия как традиция, как государство, как вот это вот все должна быть полностью, окончательно и навсегда ликвидирована. Никакие новые русские, пардон, никакие хорошие русские не должны, так сказать, получить никакого шанса на то, чтобы опять пытаться ее модернизировать и демократизировать, потому что это все равно заведомо обреченные попытки. Вот. Просто чтобы было понятно, я сталкивался с такими претензиями, что некоторые хорошие люди, я не спорю, что они хорошие, я как бы с уважением к ним отношусь, они меня смотрят, читают, там, переписываются со мной где-то в комментариях. Они мне пеняют иногда, что вот как же ты вот так вот говоришь, что надо всех уничтожить, ну как же так, я же не такой, я же вот не как они, хотя живут там в России. Я не могу уехать, вы уезжайте оттуда, каждый раз говорю, уезжайте, не надо там находиться, это опасно. Не могу уехать, вот то-то, то-то, какие-то семейные обстоятельства обычно, или денег нет, или еще чего-то нет. Не может человек уехать, мучается там, страдает, это не жизнь, это мучение. И пеняет мне, что как же так, я не учитываю этого, что есть он такой хороший человек там, посреди жути вот этой там находится, в одиночестве. Вот, и типа хочу их всех там заколбасить, грубо говоря. Вот, желаю им вот этой вот страшной погибели. Вот, я просто, каждый раз я это объяснять начинаю. Каждый раз я не буду оправдываться, я просто говорю как есть. Что, я не Господь Бог, и поэтому не могу пожалеть этот Содом даже ради 10 праведников, или 20, или сколько угодно, сколько бы их там ни было. Люди, уезжайте оттуда, хорошие, нормальные люди, которые все понимают, уезжайте, а если не можете, то я не виноват, я ничего не могу сделать. Я просто, я родился там, жизнь там прожил, 12 лет по тюрьмам там просидел. Вот, я хорошо знаю, как это все изнутри устроено, и какая это абсолютно непередаваемая мерзость, просто немыслимая, запредельная совершенно. Это что-то абсолютно феерическое. Другой такой мерзотины, наверное, на свете нет, как вот эта вот страна, населенная вот этой вот живностью. Вот я просто свой принцип обозначал, всегда не скрывал этого. Я писал об этом, помню, еще в 2012 году, пока еще на воле был, незадолго до ареста, что я на это государство и на все, что в нем, даже когда я там жил, также был, в том же 2012 году, когда я сидел там, я на это государство смотрю не изнутри его, а извне. Я смотрю на него вот оттуда, со стороны, с другого берега, что называется. Со стороны цивилизованного мира, а не со стороны вот Россиюшки. Я не живу ее интересами, не верю в ее возможность ее как-то изменить, европеизировать, демократизировать, там, освободить ее от оккупации чекистами, как некоторые считают, что это она оккупирована, типа, чекистами. А сама она хорошая и ни при чем, и страдает. Вот я в это абсолютно не верю.
Вот я думаю, что это государство должно быть уничтожено. Оно неисправимо, оно не поддается никаким реформам, оно напрочь отторгает все реформы. Кончается очередная оттепель, все опять начинается по новой. Как вот традиция сложилась, бог знает с каких времен, с Ивана Третьего или еще раньше. Вот так оно, этой традицией, оно по ней и живет, и, так сказать, по кругу вот так вот история их движется. Вот, я смотрю на это со стороны и не собираюсь никого там понимать, ни в чье положение входить. Вот, я смотрю со стороны, это государство преступное, оно угрожает миру, оно, так сказать, абсолютный враг человеческой цивилизации. Все технические возможности, весь технический прогресс, все достижения науки, все, что ему дается извне, сами они ничего не изобрели. Вон, они украли только секрет атомной бомбы. Они ее сами не придумали, они украли. Вот. Все, что ему дается извне, что дает Запад, все технологии, весь прогресс, они все используют во зло. Абсолютно все. Все используется во зло. Поэтому надо, так сказать, полностью прекратить их вот эти вот возможности на что-то влиять, ликвидировать их, это государство к чертовой матери. Вот я смотрю на это со стороны, с другого берега, и жалеть никого не собираюсь. Это преступное государство, нет им прощения никакого, и быть не может. А кто нормальный, кто там живет, ну, хоть пешком уходите, хоть тушкой, хоть чучелом, как в советское время говорили, надо выбираться оттуда. Другого ничего посоветовать не могу. И все. Еще новости сегодня, конечно, прекрасные. Может быть, они второстепенные на фоне убийства в Днепре очередного. Вот. Ли Хуэй, значит, спецпредставитель правительства Китая вот, по украинской тематике, значит, призвал, он ездил по западным столицам, значит, и общался с Зеленским, призвал западные страны потребовать прекращения войны, немедленного, значит, остановки боевых действий, замораживания и, естественно, с оставлением всех временно оккупированных украинских территорий под контролем Москвы. Само собой, то есть это предложение Китая, оно сформулировано, оно вот так выглядит. Оставить все, что оккупировали москали, за москалями. Пускай будет у них. А зато прекратится война, типа все, наступит мир. То есть понятно, что он наступит только до тех пор, пока они там раны не залижут и сил не подсоберут. И все, там не обзаведутся там еще снарядами, ракетами, там не наклепают их. Или не купят где-то там у Северной Кореи. А как только они почувствуют, что они опять накопили сил, несколько лет, и они опять попрут. То есть понятно, просто я к чему это вспоминаю, эту новость, что и так никто не сомневался, из вменяемых людей никто никогда не сомневался, это еще одно N+1 подтверждение реальной позиции Китая. То есть мы имеем просто-напросто союз всех основных тираний мира, вот это как бы клубок змей вот этот вот. Москва, Пекин, Тегеран, Пхеньян, там еще кто, Сирия Асадовская, там еще Венесуэла, которая поддерживает тоже Москву. И еще там ряд помельче есть. Вот этот клубок змеиный как бы воюет против цивилизации. Вот. Китай изображал из себя беспристрастного какого-то посредника, типа делал вид, что он может там, повлиять на Путина. Но все влияние заключается в том, чтобы протолкнуть вот этот сценарий. Ужас, типа людей убивают, кровь льется, скорее прекратить. Прекратить, но чтобы оккупированные территории остались у москалей. Вот так вот. То есть такая логика. Как бы. Давление, давить на жалость и на гуманизм, да, чтобы только не гибли люди, пожертвовать всем, поступиться всем. Отдать территории, отдать все. Чтобы только типа остановить кровопролитие. Как будто не ясно, что это кровопролитие начнется заново, как только там окрепнут. Точно так же было с Ичкерией. Дали им мощного пендаля в 96 году, они вроде ушли, и Ельцин подписал договор с Масхадовым о мире. Считается, что это признание независимости Чеченской Республики Ичкерия, хотя на самом деле нет. Но через 3 года они подперли опять. И тот же, кто там, я не помню, Лукин, что ли, говорил, или есть свидетельство, что кто-то говорил, что мы опять начнем войну. Уже прямо заранее говорил, по-моему, Лукин. Мы опять начнем, как только окрепнем. Вот и все. Так же будет и здесь. Так что с Китаем, как говорится, все ясно окончательно. Кому еще не было ясно, вот сейчас с Китаем все ясно. Я как бы обращаю на это внимание. Вот так вот. Такая вот веселая информационная картина. Еще там в интернете я как бы натыкаюсь, в Твиттере, в других местах, эти, значит, вата вот это вот, даже не платные пропагандоны, а какие-то такие просто вот жители Россиюшки, имеющие выход в интернет, они там, значит, радостно пляшут и спрашивают, что там за ужином, как там за ужиной, типа, глумятся, значит.
Москале разгоняют уже несколько дней, на неделю, наверное, разгоняют вот этот бредовый фейк о том, что, значит, Залужный типа ранен. Сначала писали, что он контужен. Теперь уже они пишут, что он тяжело ранен, тяжело. Он, скорее всего, выживет, но не сможет свои обязанности главнокомандующего исполнять. Но вы, уроды, не радуйтесь. Если он вдруг не сможет, то другой найдется не хуже. Там есть генералы, как бы, талантливые в украинской армии. И будет кому вас бить, все равно будете разгромлены и уничтожены. Ваше вторжение, так сказать, вся ваша вот эта оккупация. Все вы будете вышиблены под командованием любого из украинских генералов. Никакого сомнения быть в этом не может. На самом деле, конечно, это фейк и бред собачий, потому что Залужного никто не ранил, он жив-здоров. Есть как бы, ну, масса подтверждений, уже было официально выложено в прессу видео, специальное видео, там в его кабинете снимали, где он там приветствует зрителей, улыбается, вот, что он жив-здоров. Вот, сегодня пишут, что он участвовал в спуске на воду бронекатера «Буча». В честь Бучи называли, в честь того ужаса, который там был. Это тоже город-мученик. Страшное название вообще. И вот я помню, когда я искал квартиру здесь, в Киеве, это был конец, осень 2020 года, мне там предложили, один человек сказал, у нас там есть, ну, у кого-то квартира в Буче. Типа, я не поехал туда, потому что это очень далеко. Это действительно прилично ехать от Киева. Вот, я просто думаю, что было бы, если бы поселился там, как бы вообще обернулось бы это все. Ужас весь этот. Вот. Теперь Буча, это как бы страшное имя вообще, вздрагиваешь, когда произносишь. Вот бронекатер назвали в честь Бучи, и Залужный спускал его на воду сегодня. Так что жив и здоров, и вы, суки, даже не надеетесь. Не будет, так сказать, вам прощения и покоя, пока вы не будете вышвырнуты из Украины, а потом надо идти брать Москву. Никаких сомнений в этом быть не может. Тут, как говорится, не может быть двух мнений. Только брать Москву. Только так, никаких разговоров. Если эту гадину имперскую не добить в ее кремлевском логове, то все напрасно. Все потери, все жертвы, все разрушенные города, все убитые дети, все это напрасно. Как только они поднакачают мускулы опять, они опять полезут. Хотя уже как бы ясно, что мощности у них не те, и вообще в 45-м, там, с 45 по 55 война шла с ними, с чекистами и с оккупантами на Волыни, в Карпатах, на Западной Украине. А сейчас она на Донбассе идет. И в Херсоне. То есть, как бы понятно, что эти десятилетия не прошли даром, теперь уже на Донбассе. Вот. Если будет следующая война с ними, если их не добить, то, наверное, будет там где-то в районе Пскова и Смоленска уже, я надеюсь. В районе там, бог знает, Звенигорода, может быть, с западной стороны от Москвы. Вот, будет там фронт пролегать. Вот. Но лучше, конечно, не допускать этого. Лучше добить их сейчас. Я очень надеюсь, что под руководством Залужного или, так сказать, как бы там ни было, кто бы ни командовал. Я надеюсь, что Залужный будет командовать и, так сказать, поймет, что не надо слушать никакой Запад, никаких этих самых советчиков, никаких вот этих вот, кто в панике там шарахается, что нельзя, типа, злить Путина, там, картить красные линии, переходить. Надо не только проводить операции на их территории, как вот недавно российские добровольцы там на Белгородчине проводили. Вот, надо идти и добивать их там. Никакой альтернативы этому нет. Иначе это абсолютное мировое зло, так сказать, так и будет угрожать планете и человечеству. А на украинский народ легла миссия уничтожить это зло. Вот как бы надо из этого исходить. Вот. Так что вот так вот. Подписывайтесь на этот канал. Подписывайтесь. Я как бы всем советую. Вот. Никак он не растет, ничего не происходит. Как бы. Все, в описании под видео есть ссылки на канал Борис Стамахин 3.0, который я завел специально для того, чтобы, сказать, на него перейти, когда снесут этот канал. Реально его в какой-то момент снесут, я ни секунды не сомневаюсь. Вот подписывайтесь на Борис Стамахин 3.0. Подписывайтесь также на мой телеграм-канал. Я не знаю, самое удобное средство информации сейчас, где меньше всего цензуры. Вот. И если будет у меня возможность, если не будет Ютуба, если там не будет ничего, и будет техническая возможность какие-то видео выкладывать помимо Ютуба, я буду их выкладывать там.
Там это самое лучшее. Просто у меня технически нет такой возможности, потому что видео слишком тяжелые получается, их туда не положишь. Вот. Ну и, как говорится, не могу не упомянуть, опять же, что под всеми ссылками вот на YouTube канал, на Telegram канал, там в самом конце внизу в описании под видео есть реквизиты для пожертвований. Вот, и, так сказать, если кто-то может пожертвовать хоть копейку, это будет вообще, так сказать, очень хорошо и благородно, и, так сказать, достойно всяческой похвалы, потому что это единственный источник финансирования, ничего другого нет. Очень прошу и буду, как говорится, крайне благодарен и признателен за любое пожертвование. Смерть России!